Всем привет, друзья! Ну что, июль, у нас уже 10 дней жары, под 30-очку, прям север радует своей погодой. Ну, естественно, ребята, полещу на фидер, свое любимое место. Добрался, все отлично, загрузка, как обычно. Ну, в общем, быстренько собрались и погнали. Сегодня, друзья, не один, Дамир Батькович посетил меня. В общем, сегодня повез его я. Будем продолжать эпопею, только не волжскую, немножко на севере. Был здесь пару раз, лещ клюет. Ну и тут хотим побалдеть. После последнего раза уезжали, все было по-другому. Естественно, у нас тут мебель появилась какая-то непонятная. Ну, понятно, что кто-то тут был. Немножко грязи. Прям дверь, ну, прям не знаю, или на машине, или на лодке что-то привезли прям откуда-то. В общем, такие дела. Время часа 3, наверное, уже. Ну, пораньше у нас сегодня прям такой плановый выход. Завтра постоим подольше и, в общем, посмотрим. В любом случае отловимся. Сегодня еще у нас, друзья, резинка. Вот и видео смотрели, наверное, был момент на Волге, когда ребята ловили судака. Вот сегодня у нас то же самое, только в этом месте. Будем пробовать или на живца что-то, или в ночь, может, на кукурузу будем ставить. Короче, посмотрим. Ну что, разгружаемся, как обычно. Я, наверное, искупнусь даже. И потихоньку будем обстановочку делать. Тут лагерь, как обычно, замешивать прикормочку. Ну, короче, красота, что я могу сказать. Погода, друзья, крепит. Фух, жарко. Все, разгрузка. Перекус, может, какой-нибудь. А потом будем смотреть. Что, друзья, с лодки завозим резину. Нормал? Кидаю? Посмотрим, друзья. Это чисто на хищника. Чтобы не кидать, думаем, сразу заведем и нормально будет. Что, забросили мы. Сейчас Дамир проверяет. Главное, чтобы последний можно было. Так, уже отводы пошли, да? Да. Ну, последний, вот он достается. Все, нормально. Резинка тянет. Шикарно, да? Да. Что, дистанция у нас сколько получается? Ну-ка, спусти. Много. Считай, поводковая часть у нас сколько? 5. Раз, 2 метра. 3, 4. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В принципе, можно и вот за 14, 15. Ну, натяг вот так делать. Угу. 10 метров. Ну, нормально, а те крайние, мне кажется, как раз там, где нужно. Отлично. Все, в проре еще суем. Получается. Вот, друзья, поставили резинку. Бьет сюда прям, оттуда вот прям сюда. Да, поворотисто. Ну, в общем, почему такие вот снасти на Волге работают? Ну, не такое течение. Блин. На больших течениях, друзья, здесь она не будет работать, такая штука. Ну, все же, как будто получилось. Затишочек, да? Среднее течение надо, да.
Ну, затянули, что? Нормально. С той стороны самое то. Посмотрим. В общем, отвод готов. Поводки сейчас сделаем. Взяли двойники и мелкую густерку будем цеплять, которая будет попадаться в любом случае. Так что нормально. Ну а так в целом, друзья, уже располагаемся. Уже фидера разобрал. Немножко так по берегу походил. Убрал эту поляну грязную. Вечером спалим костер, запалим. И все, что горит, сожгем. А вот так, такие рифтомиды, да что, бандюэлевские банки, это в пакет соберу. Ох, пекет, блин. Труба. Просто целыми сутками на воде, друзья. Фух. Просто пьешь. Все с тебя текет, опять пьешь. Так, ну что, Будем замешиваться? Да, давай. Держи, универсалочку держи. Не, универсалочка есть, я вот это буду. Ты ваниль будешь, да? Да. Я универсалочку. Давай тогда так, можно ваниль сюда и сюда. Давай его 50 на 50 говорю. Давай. Во, четко. Далее котлета. Немного, половину хватит. Тут у меня, друзья, еще старая после той рыбалки. Может, сперва старую перекидаешь? Да я перекидаю, да, не буду этот балдеть. Ну, как бы я сразу ванилечки добавлю. Кукурузки, конечно, естественно. Он уже клюет без поводков. Я смотрю, что ты. Ну, ванилька. Ну, такая желтая, слушай. Угу. Интересно, мне кажется. Вот здесь всегда желтая, кстати, работала. Да? Угу. Ну, прям над ней видно классно. Универсалочка коричневая. Крупные фракции здесь такие есть. Кстати, у нее запах более ванильный. Да, слушай, более, да, такой. А я вот сейчас добавлю сюда ванильки. Нормально получилось. Я первый раз пробую кабаней вот этого. Да? Ни разу не пробовал. Ну, так как-то. А нет, печеньками пахнет, слушай. Вообще хорошо, мне нравится. А то с нашими ценами-то иджет-то не тянем. Ну да, слушай, что-то не подтягиваем, но не хотят ребята, чтобы рыбалка у них была здесь на лов. Ты что, еще меласочки, да? Да и сколько тебе надо. Кинь, братан, чуть-чуть для связки. Ну, хорош, что. Пшено любимая. Такая будет интересная. Ну вот что. Как-то ну так. Тяжелые прикормочки. Надо, друзья, видно, не видно. Руки помыли и столько мелочи сразу. Это хорошо. Вода прогрелась. Вот антрактанты сейчас всякие вот вкусняшки, они работают. А по холодной воде бесполезно. Вон сколько мелочи. Вообще жесть. Ну что, погнали. Поводочки сегодня буду, крючочки точнее, буду использовать свои любимые. Вот такие, друзья. 12 номер. Вот такой красавец. Длинное цевье, тоненький очень. Прям заходят они мне, прям радуют. Что можно делать пучок, даже добавлять кукурузу, и он тонкий. Он тоненький, он опарыша не разбивает, цепляет его классно. Фух, жарко. Капец. Сейчас задача получается наловить густеру небольшую и ставим, заряжаем резинку.
Друзья, ну что, начнем. У меня клипсы стояли уже. Вода, конечно, упала, но, естественно, я бы сам ниже чуть-чуть спустился. Соответственно, примерно в точку буду кидать. Хотя искать как бы не стал, потому что тут тогда долго выставлялся. Прям долго. И, короче, начнем. Я уже сразу забрасываюсь. Дамир, конечно, бросает, ищет бровку. Сумасшедший, да? Ну, далековато. Ну, сейчас найдешь что-нибудь, камень свой какой-нибудь. Вот так вот, друзья. Так, ну все. Первый заряжаю. Патерностер. 110-я кормушка. Нашел. Даю искать как бы. Отлично. Так, плотвичка. Живчик, друзья. Нормально. Сейчас живца быстро поймаем. Дамир как раз по лодочке вяжет. Ведерко у меня где-то есть. С подлодки. Ложу. Опа. Ловим живца. Густерочка пойдет на живца. В принципе, можно ставить идти. Ну, сейчас поймаю по бырику. Да зарядим. Колокольчик есть у тебя? Нет. Туда, блин, колокольчик бы железный, чтобы он провис сделал. Уже? Угу. Уже поклевка подлещика, друзья, вроде была. Поковая мелочь. Ух ты. О, лещик точно. Что-то не могу понять, братан. Кто такой? Наверное, хищник какой-то. Щука. Щука. Сука, Угу. блядь. Сейчас. А, сам берешь? Что-то не могу понять по поклевке, блин. На, ну, 18-й поводочек. А он повязал усик, смотри. Чисто. Ну, надо резинку затягивать уже. А вот попалось что, смотри, шакля. Ну, такую бы я бы на спиннинг отпустил, но на фидер, друзья, накажу. Накажу. А я думал, блин, лещ, поклевка такая, отдай удочку. Положила так, интересно. Вот так вот. Повезло, друзья. Ну, нормально, ничего, слышь, братан. Чисто за ус. И верхоплавка попалась, вон, смотри, в голову чисто удар. Я говорю, травмист, ты видал, какую показали? Ну да. Там такой не то что отпускать. Там даже на нее посмотреть. Ладно. Хорошо. Когда так. Достал уже, главное. Вот почему резинку мы, друзья, и взяли. Сейчас поймать только надо живца. Еще надо. 3 штучки надо еще. Кто долго мучится, того все получается. Короче, у Дамира вот такая штука есть. Как бойл насаживать. Да. Тихо. Такая острая она.
Что, она такая острая? Почему острая, не острая? Теперь мы заводим петельку. И должно все у нас получиться. Угу. Есть контакт. Лучше? Ну, намного, ты чё? Второй. Пошел, бродяга. Ну все, друзья, не знаю. Немножко, конечно, потравмировали. За спинку бы было проще, мне кажется. За спинку у тебя двойник. Ты смотри, чтобы этот повыше у тебя крючком зацепился. Чуть-чуть подтягивай. О-о-о-о. Все. Поэтому я и хотел пробку сделать. Ладно. Пробный заход. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Что там всплывать-то будешь, нет? А, корм еще этот не вымыл, а сразу поклевка. Густерка тоже. Ну пока, друзья, мелкая гусера, рано еще. Живца поймали, да и ладно. Он уже третий на запас. Надо поймать щучку хотя бы, или судачка. Пока, ребятки, мелочь, рано. Поставим лагерь. Сегодня апартаменты чуть поменьше, чем на Волге у нас были. Ну, ничем не хуже. Опа. Сюда, забирай чехол. Опа. Вот так вот клево, говорит. Вот так нормально. Полик сейчас готова баня. Растянем. Полик, ребята, растянем. Все будет как в лучших домах. Так, спальник номер раз, номер два. 2 подушки и ковры. Тут еще походная подушка, топор. Ну, зато нормально. О, шикарно. Да, жилеты, кстати, туда же. Да. Постоянно их используем. Что не валялись. Мягко. Ну что, у нас тут сегодня стол такой прям царский. Решили мы немножко перекусить. Дамир салат рубает. Спиральку запалим. Что тут? Хмельного налили. Жара стоит. На севере, друзья, жара. У нас северные люди очень тяжело переносят жару, конечно. Жара такая, не южная, знойная. Да, у нас, чтобы вы понимали, прям так, ну, жестко прям. Как-то, не знаю, переносится. Вот у меня мама прям в коридоре спит, просто не может. Вентилятор, блин. Кондиционеры в машинах, люди бы заболевают потом. Ну, в общем, сейчас сварганим перекусить. Что-то рано мы тут в бой ворвались. Салатик. Дамир тушенки, кашки перловые привез. Согреем сейчас. Кусочек. Ты не так делаешь? Нет, шинкую. Ну, на доске. А зачем вода лишняя? На доске, так? По-крупному? По-таежному? Ну да. Ага. Что, зажигаем? Да. Ух ты. Жара, все бурлит, все пищит. Кашка. Не знаю, перловая больше всего мне нравится. Ну, мне тоже перловка заходит. Вообще классно. Именно вот эти баночные.
здесь? На пакетом это можно пакет убрать. Ага. Эти что, не ответили ничего? Не ответили. Просчитали и не ответили. Им нет. За леща. По пивку, друзья. Жарко. Вот так, братцы. Сегодня у нас Еще одну ложку надо. еще одну ложку. А, нет, вот же. Есть же, достал, да. Всё. Лучок, друзья, уже свой. Огурчики, кстати, свои. Помидор, правда, еще не свой. Помидор Ну, чуть да. попозже чуть-чуть будет. Ладно, что, рубаем. Жарко, правда, вообще ничего не лезет. Ну надо. Ну надо, потому что ночь-то наша. Надо перекусить. Пока сейчас без клёвия. Точку уже закормили. Щуку поймали. Рубаем. Сейчас прям там часть сделаем в котелке. Сегодня, друзья, прям заварного сделаем. И потом холодный чай будем пить постоянно, уже когда остынет. Как англичане. Да, Ричард, хороший чаек. Прям туда его, ребятки. Ну что, у нас малинки дикие. Ну, подняться надо. Да. Там-то найдем. Просто подниматься, я смотрю, сбор не вариант. Ой, Там сожрут сразу. там сразу вынесут. Че не зайдешь, все. Угу. Опа. Пишу сверху. О, пошел ароматик. Чувствуешь, братик? Сейчас убавляем и нормально. Смотри. О, друзья. Чефирочек, чефирок. Какой чефирок? Купец. Купец, да? Да. Чефир это не до чефира или еще далеко. Ну, это понятно, что там. Чефир это пачка чая и водички чуть выше. А вон сейчас пацанов сколько добавил, все пишут. Приехал, там очень разница. И сорок рыба стоит, полностью больше надо бегать. Вообще Ни одной поклевки не видел. Таких масштабов. Да. Овод закончился, друзья. Я, смотрите, на лайте. Ну, мне еще лапти только одеть остаются, блин. Потому что вот, штаны не одеваю, хотя с собой вожу все эти вещи. Ну, наслаждаюсь пока, потому что зимой, друзья, я еще сколько раз говорю, в этих сапогах у меня ноги просто в шоке. Вот этих больших бахмортах, блин, 38 размера, блин. Не снимающие их, блин. Вот сейчас летом ноги у меня отдыхают, блин. Ну, ни грибка, ничего нету. Кстати,
кто-то там болеет по пальцам. Больше босиком, друзья, ходить, и все нормально будет. Летом я стараюсь вот так именно по камушкам, по траве, по росе. Ноги здоровые зато. Потому что зимой в этих сапогах у меня ноги вот реально прям болят. Я еще потливый сам по себе, и, блин, вообще тяжело для меня. А вот летом прям хочу раздеться по максимуму. Хоть и не дает мошка это, ну, привычка. Все, погнали, понеслась. Ждем первую поклевку лещиную. Кто кого. Даймир рядом. У нас точка, в принципе, рядышком. 5-метровая зона. 2 кормушки, кормушка сбоку. Даем жару. Закорм должен быть. В любом случае отловимся. Ну, под вечерок решили поменять живца, ребят. Смотрите, ну живца загубил немножко, блин. Вон целое ведро уже густерки натискал. Но ничего, кошкам пойдет. У меня у соседки курицы есть. Отдам, если что. Нормально. Ну, сварились, походу. Вот. Не, Так, живые. ну-ка. Вот крайний. Так, крайнего меняем. Этого того меняем. Тот нормально полыхает. Все, спусти, братан. Так, этого меняем. 100%. Побелел даже. Плотва тоже отошла. Так, стоять. Да и эта большая гусерка тоже отошла. Чайком. Ну так грубо, ребята, а что делать? Я же не буду протаскивать опять в петлю. Так. Ну тут уже доживает тоже свой век. Чайчик покормим. И соответственно у нас первый, как и был зарекомендованный, молодец. Ладно, полетели. Смотри, он дергает там хорошо. Да, нормально. Так, ребятки, ну что, я уже пол-ведерка скормил. Да не, добавлю. Пока не раскидал все пшено, как базу, заварюсь свеженькой. Ну, раскидал что, за корму поставил. Теперь только ждать. Еще килограммчик добавляем. Да жестко надо поджарить его, подпустить. Нет, густерка. Я думал, что-то так что-то ударяло, блин. Я видел, дык-дык. Да, видел, да? Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ну густерка, ребят, что пока он уже опять ведро полное. Ждем леща, ждем леща. Такой аккуратный подлещик мелкий. Слушай, вообще поднял сырой, да? Да, все, повылетали. Так и есть. Где у тебя какие спиральки? Это с Волги еще остались или ты уже новую пачку взял? Это с Волги? Надо брать спиралечки. Пистолеты там.
Прожектор воткну. Прожектор перестройки Угу. или пересхил тут? Пересхилку. Так, друзья, ну что, тучка у нас, темновато. Тучка закрыла у нас, немножко просвета. Ну да ладно, ждем леща, ребят. Распалили костер весь, зато хлам палим, который здесь был и наш заодно. Все, спиральки подвесили, Дамир шапку одел, вот, повесил прожектор так на общее, что и мне как бы ну, немножко видно, и Дамиру. Ну, надели фонарики. Алматек накинул. Все, и комара, блин, стало, кстати, блин. Комар ест жестко. Комара стало очень много, да, кстати, почему-то. К вечеру, ну, как обычно. Сейчас комар. К утру он успокаивается, потом идет мошка. Потом солнышко начинает пригревать, выходит вода, слепни. Ну, в таком режиме постоянно. Ну, этой гадости как бы нет такого прям спокойствия. Ну, что-то всегда где-то грызет. Ну все, что, в общем. Пока ни одной поклевки мы не видели. 10 час, блин, самый пик. Вода настолько прогрелась походу, что лечь прям терпит до самой ночи. Возможно, он выйдет ночью. Нефиг делать, потому что вода реально кипяток. Мы с Дамиром заходили в воду. Прям вообще труба. Мне кажется, все эти анисы и тути-фрути, вот то, что мы кидаем там, она все работает. Так уж аромат стоит бешеный. 24 градуса вода, блин. Ужас, ребята. На юге меньше. На юге меньше реально. Ну вот 10 дней, ребят, крепим у нас. Запалили костерок, пускай шает. И заодно меньше комара может будет. Ветра вообще практически нету. Не знаю, полянка такая. Ну, постоим сейчас, что посмотрим. У нас все заряжено. Палаточка все в норме. Шикарно. Сейчас сварю чаю к вечеру. Сделаю бутерброды с паштетом. Все отлично. Какие-то ребята зеленые такие. Комары облепили все. Весь фидер, всю прикормку, блин. Все вещи. Зеленые какие-то букахи, блин. Ё-моё, блин. Облепили прям все, друзья. Все, смотрите. Да. Живец, конечно. Не, блин. Не вывозит его. Нечего, короче, хранить. Просто смотрите, друзья. Наготовил тут живца, а он просто не вывозит. Просто ловить и насаживать надо. Ой, сверкат, ребята, там страшно. Вот там. Знаете, как эта гроза зорница, она без шума. Сверкает просто. Вон. Смотрите, ребята, видите, там облако. Там так фигачит классно, красиво. Ну что-то какой-то, блин, какая-то движ по-любому, блин. Что-то из-за этого, что-то не то, наверное. Погода очень влияет, и это прям... Смотрите, ребят, что там делается. Ой-ой-ой, лишь бы не накрыло. Ну что, вон, сверкает классно как.
Лишь бы не накрывал. Да, так бывает. Комара вообще море. Гроза, кстати, внимание. Все, до завтра. Доброе утро, ребята. 4 утра. Ну что, посмотрим внутряночку. Дай бог она не подведет. Дай бог. Вчера потому что было вообще никак. Фидера я не умирал, ребята. Фидер возле берега. Один. Вон тут какая-то мелочушка. Та же густерка. Все та же густерка. Она, кстати, всю ночь, ребята, вчера клевала. Всю ночь. Я там полное ведро поймал, потом, блин, отпустил уже, потом отпускал, все отпускал. Все то же самое. Ну, трава вот, грязь еще есть. Ладно,
кормим. На втором фидере, ребята, то же самое. Просто не давал вчера вообще ничего сделать. Просто садится каждый заброс. Ну вот видно, что я вчера вот перезабросил ночью. Сразу они сели и сидели всю ночь. Жесть. Да, это жесть, друзья. Просто жесть. Это, мне кажется, до такой степени вода прогрела, что ли, что лещ просто где-то мертво лежит в яме. Ну чего вот она долбит вот это. Не дает просто. Забрасываешь, она сразу клюет. Кстати, даже тумана не было, росы не было. Значит, ну, вот реально вода прогрелась так, что она теплая, как воздух. Нет испарения. Блин. Ужас. Нужен дождик. Дождик нужен. Чтоб шевельнула рыбку. Чтоб все шевельнуло. Да и вообще, ну, картошка-то стоит тоже. Нужен дождик. Подлещик, думаешь? Оторвал. Оторвал крючок. Нет, не оторвал, оторвался просто. Подлещик был. Что-то такое хорошее. Ну что это, радует меня уже? Этот, щучка опять. Блин, непонятно. Ладно. Вот, друзья, первенький малыш. С этого и надо было начинать вчера. Блин, подошли что ли с утра? Дай бог, половим. Короче, Дай друзья, бог. не знаем, не понимаем, просто мелочь сходу начинает бить, садится на крючок и все. Были уже явные признаки, что лещ стоит на точке, у Даймира на шнуре слизь была, и вот подлещик попался. Блин, явно мы должны преимущественно его хорошо ловить. Точка закормлена прям на ура, но вода, походу, настолько теплая, что мелочь прям активничает даже ночью и утром, и все равно. Ну, у нас неприятности, друзья, сегодня дождь обещали, и вот там уже что-то как-то нарисовывается. Не хотелось бы нам попасть под дождь. Как бы ладно, лето, тепло, но все же подниматься не близкий путь. Так что да, надо как-то в аккурат. А ну хотим нутрянку-то достоять, так скажем. Братик еще одного хапнул. В догляк его прет, короче. Так что не все потеряно, друзья. Мы уже собрали лагерь, чтобы на скоряках, если что. Я убрал фидер один. Уже убрал фидер один, так как ну, столько мелочи, просто уже надоело два перетягивать. Думаю, один уберу, на один посижу.
В общем, второй подлец у нас. Таких уже 20-ок должен. Такой, да, 20-ок должен быть уже накидать-то, по сути. С таким расчетом. Ладно, чё. Пробуем. За порядочек. Помыл лодку. Все. Все готово. Люблю, когда вот такие места, где можно подобраться, раздеться и культурно обработать дно. Люблю уход. Вот коврик надо заказывать 100%. Чтобы было все отлично. Дамир сматывает резинку. Сейчас ездил, поднял груза. Ну что, подлещики на месте все были, друзья. Хотя вон хищник был вечером. Не сработал. Я, кстати, в прошлом году здесь тоже по фидеру очень много щуки было. И рядом стоял донки. И на миногу, и на живца. На фидер вот ей нравится хватать. А вот рядом живцы стоят. Не берет. Не берет. Вот так, друзья. Борода. Вечерняя щучка. И Дамир двух братиков зацепил. Эту башклеечку отпустим, маленькую. Вот они. Прям одинаковые. Как-то ну так. Сегодня не порадовал. Ну а что поделаешь. Перекорм. Жесткий перекорм. Опа. Заводим коня. Все, как-то так. Кайфанули вечерком, обалдели, по-мужски. Перспективный. По-своему. Да. Ну, что, не знаю, я говорю Дамиру перекорм жесткий, походу. Потому что мелочь просто висела, она просто толще на дне. Ну, короче, как-то так, хрен знает. Может быть и побалдели, но надо, ребята, выезжать. Уже мокрит. Ладно, спасибо месту. Приютило. Полетели. Гуляют, смотрите, друзья. А что ты не улетаешь? А если мы поймаем? Мы же рыбу не поймали. Можем и мясо забрать. Ай, ты ходит. Мамочка. Смотри, что. О, пошла.